1 июля Госдума приняла закон о переходе России на зимнее время. Таким образом, в октябре россияне переведут стрелки часов на час назад. В дальнейшем смены времени в межсезонье не будет. Нарушается выработка так называемого гормона мелатонина, который вырабатывается эпифизом, а это гормон сна. Он очень мощный гормон, который выравнивает биологический ритм человека. Он является антиоксидантом и иммуномодулятором. И если у нас сокращается изменение на выработке этого гормона, недостаточно. Потому что когда человек пробуждается, он прекращает свое действие, а начинает вырабатываться гормон кортизол. Это гормон бодрствования. И не успев восстановиться, человек, естественно, приводится в состояние дисбаланса. Научные сотрудники Института биомедицинских исследований говорят, что перевод времени сказывается на здоровье. Особенно это чувствуют люди, страдающие хроническими заболеваниями. Пока страна по-прежнему живет по летнему времени, опережающее астрономическое на 2 часа. Переход на единое время сократит этот разрыв в большинстве регионов России. Это очень сильно, конечно же, еще влияет на детей, особенно подрастающий организм. Естественно, дети, у нас нынешнее поколение будет, конечно, более больное, чем предыдущие поколения. Так как мелатонин является мощным антиоксидантом, он как бы угнетает, снижает такие вещества, так называемые свободные радикалы. Они обычно стимулируют рост раковых клеток. Естественно, если это нарушение будет, то будет число больных с онкологией будет расти. По новому закону число часовых поясов в России с 9 увеличилось до 11. Северная Осетия, как и раньше, находится во 2-й часовой зоне. Переход на зимнее время нашел поддержку у большинства граждан страны. А вот что думают жители Владикавказа по этому поводу. Я против этих переходов, потому что у кого есть маленькие дети, вообще школьники и студенты, они понимают, что ребенок не может встать в темноте и идти в школу. Это давно надо было делать, чтобы нормально здесь можно было жить. Мы относимся к этому нейтрально. Главное, чтобы нашему государству было удобно. Почему я буду счастлива проснуться, не опоздав куда-нибудь, знать, что перевели время в этот день. Один раз было такое. Если должно 3 часа быть, да, оно должно быть 3 часа. А зимнее, летнее время я не понимаю, что это. Я понимаю, что биологическое время. Есть биологические часы, есть биологическое время. Мне немножко непонятно, почему так много об этом говорят. У нас очень много других проблем. И возиться с временем, когда не решены другие, это глупо. Стоит отметить, что единое время ввели в 2011 году по инициативе президента России Дмитрия Медведева. Тогда инициативу поддержали 73% россиян. Уже через пару лет эта цифра сократилась вдвое. Рая Дзантьева, Алла Венедиктова, Ирина Круглова, Цамас Шипшев, Осетия ТВ.